Подписка на районную газету. Круглый стол, посвященный Дню башкирского языка. День Конституции Российской Федерации. В эфире новости на Кырмыскалы ТВ. В студии Вилдан Харасов. Здравствуйте. В республике продлен срок подписки на газеты и журналы. В селе Шаймуратово прошел круглый стол, посвященный Дню башкирского языка. 12 декабря все жители нашей страны отметили День принятия Конституции Российской Федерации. Срок подписки на газеты и журналы продлен до конца недели. Оформить подписку на периодическую печать со скидкой 30% можно во всех почтовых отделениях. До 20 декабря еще можно успеть оформить подписку на любимые газеты и журналы. Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым. В каталоге Почты России 5000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужные издания можно найти по названию в алфавитном указателе, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во все населенные пункты Республики Башкортостан. Дорогие подписчики, у нас идет акция на подписку на районные газеты и издания. Кырмыскалинская НОВ, Узень, Дайра. Подписка началась 3 декабря по 20 декабря. Льгота идет, скидка у нас идет участникам Великой войны, ветеранам войны и для населения. Можете подписаться в отделениях почтовой связи и у местных почтальонов. В селе Шаймуратово прошел круглый стол, посвященный Дню башкирского языка, целью которого заинтересовать и поддержать как можно большее количество людей, желающих изучить башкирский язык. 2020 год был объявлен годом башкирского языка в Республике Башкортостан. Предложение Всемирного Курултая Башкир одобрил глава республики Ради Хабиров. По всей республике прошли мероприятия, главная цель которых заинтересовать и поддержать как можно большее количество людей, желающих изучить башкирский язык. В многофункциональном доме культуры прошло итоговое мероприятие, ознаменовавшее закрытие года башкирского языка. Участники круглого стола обсудили роль образовательных учреждений в формировании любви и уважительного отношения к родному языку и поделились своим опытом проведения тематических мероприятий в течение года. 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка миллиона россиян. День Конституции России – это одно из самых значимых событий в жизни государства. Действующий свод законов закрепляет права и обязанности за каждым человеком и дает гарантии их реализации. Для того, чтобы разработать и принять самый главный свод законов страны, потребовалось проведение огромной работы. И вот в 1993 году посредством всенародного голосования приняли Конституцию Российской Федерации. Действующий на тот момент времени президент Борис Ельцин в 1994 году издал указ, который гласил, что 12 декабря является праздником Днем Конституции Российской Федерации. Это были все новости на сегодня. Следите за событиями района на нашем канале и подписывайтесь на официальное сообщество Кырмыскалы ТВ в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе происходящего. Хорошей всем недели, здоровья и благополучия в семье.